прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Добрый вечер. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял президента Европейского банка реконструкции и развития госпожу Одиль Рейнобасу. На встрече обсужден процесс реализации проектов, финансируемых Европейским банком, реконструкции и развития в различных экономических и социальных сферах страны. Было подчеркнуто, что выделение грантовых и льготных средств партнерами по развитию для поддержки процесса реформ государственного бюджета и реализации приоритетных проектов в целом приведет к устойчивому социально-экономическому развитию. Другими направлениями сотрудничества были названы содействие развитию отраслей промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, развитие городской инфраструктуры, особенно системы питьевого водоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, цифровизация различных отраслей экономики, внедрение зеленых технологий, а также образование и трудовая миграция. В ходе встречи стороны также провели плодотворные переговоры по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Сегодня, 29 апреля, в здании правительства Республики Таджикистан состоялось заседание правительства Республики Таджикистан, на котором на основании поручения основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, были рассмотрены результаты социально-экономического развития Республики Таджикистан за первый квартал 2024 года. В здании правительства Республики Таджикистан под председательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. В начале, на основании поручения основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, были рассмотрены результаты социально-экономического развития Республики Таджикистан за первый квартал 2024 года. Руководители министерств и государственных ведомств информировали об итогах деятельности важных секторов национальной экономики за отчетный период. После отчетов ответственных лиц премьер-министр страны поставил перед руководителями государственных структур конкретные задачи по исправлению недостатков, эффективному выполнению планов и реализации указаний и поручений лидера нации. На заседании был заслушан отчет председателя Комитета по продовольственной безопасности Республики Таджикистан Махмадсаида Файзулозода о программе безопасности пищевых продуктов Республики Таджикистан на 2024-2028 годы. Далее были рассмотрены проекты ряда законов Республики Таджикистан о показателях для расчетов, о Таджикском национальном университете, о внесении изменений в процессуальный кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, о внесении дополнений в Трудовой кодекс Республики Таджикистан, о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан об уполномоченном по правам человека в Республике Таджикистан, о внесении изменений в Закон Республики Таджикистан об образовании и о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан о карантине и защите растений и направлены на рассмотрение в Маджлисе Намоиндагон Маджлисе Оли Республики Таджикистан. Члены правительства страны также обсудили 4 заключения правительства Республики Таджикистан по проектам ряда законов Республики Таджикистан, в том числе о внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях, о внесении изменений и дополнений в Экономический процессуальный кодекс Республики Таджикистан и о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан о взаимном страховании и направили на рассмотрение Маджлисе Намоиндагон Маджлисе Оли Республики Таджикистан. На заседании правительства Республики Таджикистан были рассмотрены вопросы о национальной концепции оценки качества образования в Республике Таджикистан на период до 2044 года. В Совете попечителей Фонда гражданских инициатив по обеспечению общественного порядка и укреплению законности и о создании государственного унитарного предприятия «Спортивный комплекс» при Таджикском национальном университете. Членам правительства страны и руководителям исполнительных органов государственной власти областей, городов и районов по итогам заседания правительства Республики Таджикистан было поручено обязательно и своевременно выполнять указания и поручения
президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, по расширению весеннего сева, предотвращению и ликвидации стихийных бедствий, связанных с селевыми паводками и наводнениями, а также осуществлению созидательных мер для достойного празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Третья международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая состоится с 10 по 13 июня в Душанбе, имеет ключевое значение для оценки прогресса в достижении целей устойчивого развития 6 и связанных с водными ресурсами целей и задач, определенных в программе действий по водным ресурсам. О мероприятиях, которые пройдут в рамках Душанбинской водной конференции, расскажет Зумрат Фазиева. Третья международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы состоится с 10 по 13 июня в Душанбе в рамках Душанбинского водного процесса. Душанбинский водный процесс – это инициатива правительства Республики Таджикистан по поддержке реализации целей международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы посредством серии конференций, проводимых раз в 2 года правительством Таджикистана в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. В рамках конференции пройдут форумы, которые позволят привлечь различные заинтересованные стороны, включая женщин, молодежь, коренные народы, профессиональные группы, ученых, частный сектор в реализацию водной повестки дня с упором на активизацию водных действий и партнерства на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях. Правительство Республики Таджикистан сыграло важнейшую роль в определении глобальной программы по проблеме воды и ледников. Именно по инициативе правительства Республики Таджикистан этот вопрос был принят на Организации Объединенных Наций. И теперь водная конференция ООН привлекает внимание всего мира к важности воды как объединяющей цели для сообществ и стран. Напомню, что в Душанбе успешно прошли 2 конференции высокого уровня, посвященные международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Третья международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий, которая состоится в Душанбе, является очередной из серии конференций, проводимых раз в 2 года правительством Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций. Цель конференции – обмен передовым опытом и инновационными решениями в водных вопросах, укрепление партнерства между заинтересованными сторонами, продвижение роли водных ресурсов в области устойчивого развития, повышение уровня осведомленности и мобилизация политической воли для ускорения прогресса в достижении целей устойчивого развития, связанных с водой. Крайне важным является придание приоритетного внимания проблемам молодежи и детей в программе действий по водным ресурсам. Конференция предоставит детям и молодежи возможность участвовать в качестве ключевых заинтересованных сторон во всех обсуждениях, включая форумы и интерактивные диалоги. Кроме того, поскольку основной темой конференции является приверженность действиям, она также позволит молодежи принять участие в обзоре информации о предпринятых конкретных действиях и в дальнейшем планировании как на местном, так и на международном уровнях. Третья Душанбинская конференция по водному десятилетию действий тесно связана с Международной конференцией по защите ледников, которая пройдет в Душанбе в 2025 году. Ведь основной темой обоих конференций является вода, климат и проблема защиты ледников. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хужбах. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.